Юные и взрослые шахматисты-любители начали свой поединок у порога башни Согласия. На первом этаже строения также расположилась выставка Музея краеведения. Здесь уникальные свидетельства древней культуры Ингушетии, которые представлены зрителям впервые. Среди посетителей выставки глава региона. Это меч импортный, это византийский клинок. А тем временем гроссмейстеры Эрнесто Энаркиев и Борис Гельфанд уже приступили к суперматчу по шахматам, который проходит на самой высокой точке города Солнца. Два шахматных тяжеловеса снова встретились лицом к лицу. На этот раз они играют в быстрые шахматы. Зрители взволнованы не меньше самих игроков. Игра обещает быть интересной. Этого дня любители шахмат ждали больше недели. Ошибки быть не должно, уверен собравшиеся. Весь колорит здесь подчеркивает место проведения финального турнира. На 100-метровой башне и думается легче, и сосредоточиться несложно. В прошлом году израильский шахматист одержал победу над российским гроссмейстером на фестивале Башни Согласия. Итоговый счет встречи тогда был 12-6 в пользу Бориса Гельфанда. Но на этот раз Эрнесто не намерен упускать победу. Серьезно шагнули вперед по развитию шахмат. Мы долго думали, это не просто откуда взята информация или откуда там взяты такие мысли. Мы долго консультировались в Москве, общались с людьми с умными, как лучше развить образование республики. И одним из таких шагов, кроме строительства школ, и аттестации педагогов и других вещей, конечно, было одно из таких совершенных практик мировых, в том числе, это внедрение именно шахматной программы, шахматного урока в нашей школе. Двоюродный брат чемпиона Европы по шахматам Орс Энаркиев тоже решил прийти и поддержать своего вдохновителя. По его мнению, сегодняшняя игра закончится реваншем. Я думаю, что будет ничья, и у них случится Армагеддон. Это большой праздник для шахматистов разных уровней. Все они болеют за нашего земляка. Мы надеемся, что наш земляк победит. Удачи ему и победы в дальнейшем. Глава региона отметил значимость такого вида спорта, как шахматы. В скором времени во всех республиках планируется вводиться шахматные секции. Если взять в целом по сегодняшнему турниру, мы сейчас поднялись наверх, посмотрели, и Борис, и Эрнест, они играют. Кто победит, там уже покажет итоговый результат, как там все будет. В прошлом году победил Гельфанд, в этом году не знаю, кто победит, посмотрим. Настроение у них боевое, они отдохнули, они мотивированы на победу. Весь мир наблюдал за ходом игры в режиме онлайн. Этот матч транслировался на различных интернет-сайтах. Зелимхан Калоев, Майрбек Межоев, Новости 24.